Надо исходить из того, что вот об территории, о которой мы говорим, это территория Республики Таджикистан. Это территория Советской Социалистической Республики Таджикистан, и все это подтверждено документами от 24 и 29 годов бывшего государства СССР. Значит, агрессорами тут считаются те, которые пришли и насильно заселили тут киргизов и кыргызстанцев. По информациям, которые доходят до нас, в Бишкеке долгие годы вот вынужденные переселенцы есть. Им есть мелкие хулиганы, есть там криминал, которым предлагают два варианта. Или ты заселишься на границе, вдоль границы, или мы тебя посадим в тюрьму. И вот исходя из этого, многие выбрали вот именно границу. А что они хотят? Им не нужен сам ворух, им нужна вода, им нужны источники водоснабжения, источники энергии, зеленой энергии, как говорится. Если они захватят вот эту территорию, они этого и хотят, они весь Сагдийскую область поставят на колени. Насчет агрессии, вот киргизы сейчас говорят, мы такие добрые, да, пушистые, пухленькие, мы никого не трогали, ничего не делали, но у нас есть факты, есть снимки, где спецназовцы Киргизии, которые пьяные в священном месяце Рамадан, они стреляют, палят по мирным гражданам. У нас есть информация, что граната упала с рук одного спецназовца киргиза и взорвалась и убила нескольких людей. И вот они все это списывают, как будто наши таджики их убили. Если мы агрессоры, то в недалеком прошлом, буквально 10 лет назад, что было в Волжской области, когда киргизы провели геноцид узбекского народа? Они выдворили за день более 110 тысяч узбеков, которые, они этнические узбеки, но граждане Республики Кыргызстан. Те, которые не убежали, их поголовно убили. Они не щадили ни детей, ни стариков. Есть факты, есть даже заявление самого покойного Ислама Каримова, президента Республики Узбекистан, об этой трагедии. Ну, наша сторона давно демилитаризировала, и осталось дело за малым, осталось дело за киргизами. Они не хотят этого. Я извиняюсь, но в Киргизии государственности не существует. Там полная анархия, народ не слушает ни президента, ни мэров городов, ни кто там у них, хакими или беки, или председатели районов. Там полный хаос идет. Но если я извиняюсь, председатель КГБ Республики Кыргызстан, он выходит из тюрьмы, господин Ташиев делает веские заявления, говорит, ворух наш, мы ворух возьмем, а вам дадим 12 тысяч квадратных километров с другой стороны. Зачем? Они хотят захватить источники всех рек из Фарендарья. И этот же господин Ташиев, когда буквально за 2 дня, когда они сами начали резню, когда они начали войну, когда они начали бойню, как вы думаете, берет билет чартерным рейсом, летит в Европе, где его сын отмечает день рождения. Это означает то, что господину Ташиеву не только наплевать на таджикские и узбекские народы, ему наплевать и на кыргызский народ. Пусть, говорят, они своими проблемами тут сами разберутся, а я полечу к своему сыну. И он там отмечает день рождения. И то, что он был больным, он летел лечиться, через 2 дня после дня рождения своего сына вернулся в
в Кыргызстан здоровым и невредимым. Как им был, так им вернулся. А человек, который летит за границу лечиться, значит, он очень тяжело болен. И он не может вернуться. Как бы он ни хотел, его врачи не пускают. Пока не существует государственности, институты государства не работают, они деморализированы. Пока там правит анархия, от этих переговоров ничего путного ждать нам не приходится. Просто киргизы узнали на деле, кто такие таджики. Если они второй раз вторгнутся на нашу территорию, если они будут убивать наших людей, наших граждан, независимо от расы и нации, мы единый Таджикистан. Узбеки, русские, таджики, конгура, немцы и киргизы, которые живут в Таджикистане, они наши, они таджикистанцы. И мы будем защищать всех их. Всех наших граждан мы будем защищать. И ни одной пряди земли мы никому не отдадим. Пускай киргизы на это не надеются. Я еще раз повторю. Это были цветочки. Когда наш народ очень толерантный и миролюбивый. Но есть красная черта. Когда любой враг переходит эту черту, мы им покажем, кто есть таджики. У нас есть опыт гражданской войны, мы 7 лет воевали. Эта гражданская война была с маджахедами, с ИГИЛом, со всеми этими боевиками. И наши герои, которые боролись, воевали с исламской оппозицией, с боевиками ИГИЛ, мы знаем, что это такое. Их подготавливают за рубежом. Они очень добротные воины. Куда ни крути, они такие. Вещи надо называть своим именем. Но мы их сломали. Мы сломаем любого агрессора. И мы врагу пощады не дадим.